Дорогие ребята, вы наверняка любите читать книги. А знаете ли вы, как правильно обращаться с книгой? Если мы будем выполнять правила, то книги дольше будут жить и радовать нас интересными рассказами, сказками и стихами. Давайте вместе прочитаем правила общения с книгой. Бери книгу чистыми руками. Листай книгу аккуратно, не загибай листы. Вложи в книгу закладку. Не черти, не рисуй, не закрашивай картинки. Не читай книгу за едой. Не перегибай книгу при чтении. Храни книгу на полке или в шкафу. Если книга порвалась, подклей. А теперь давайте возьмем интервью у самих книг. Уважаемые книги, а что вы нам расскажете о бережном отношении к вам? Однажды встретились две книжки, разговорились с собой. Ну, как твои делишки? Одна спросила у другой. Ах, милая, мне стыдно перед классом. Хозяин мой обложки вырвал с мясом. Да что обложки? Оборвал листы. Из них он делает корабли, плоты и голубей. Тогда лететь мне в облака. А у тебя целые облака. Твои мне незнакомы мысли. Не помню я такого дня, чтобы не вымыв чисто руки, сел ученик читать мне. А посмотри-ка на мои листочки. На них и чернильно не видишь точки. Про кляксы я молчу. Про них и говорить-то неприлично. А как я его учу? Не как-нибудь, а на отлично. А мой на тройках едет еле-еле. И даже двойку получил на этой неделе. Алла книгу прочитала, с увлечением не спеша. И на книге написала, эта книга хороша. А потом на Аллу глядя, Надя ручкой написала. В этой книге что-то есть, всем советую прочесть. А потом Сереж с Мишкой с книжкой видели под мышкой, прочитали 10 раз. Эта книга высший класс. И списали всю бумагу книги, верные друзья. И теперь меня, беднягу, почитать уже нельзя. Пожалуйста, не трогайте меня грязными руками, не пишите на мне ручкой, ни карандашом. Это так некрасиво. Не загибайте листочки, пользуйтесь закладкой. Помогите мне остаться чисто, а я помогу вам быть счастливым. Посмотрите на меня, какой я стала. Вы не узнаете меня. Я постарела, больною стала. Кто вылечит меня? Кто мне поможет?